2 недели тому назад срок генер ашат. Сахам пустында. Вот уж 2. Не убранный, заваленный мусором дом. Кровати не то, что не заправлены, постельного белья просто нет. Эта семья в Южном состоит на учете в администрации Малгобекского района, как неблагополучная и малоимущая. В доме 6 детей. Родительские права свои, обязанности свои выполняйте полноценно. Ах, ждать, отдел еще ждать, еще до 100 тысяч у вас пособия детские, вы получаете. Оденьте, обуйте. Матери на момент посещения съемочной группы и представителей комиссии дома не оказалось. Отец после перенесенного инсульта не работает. Помощь семье оказывают как государство в виде пособий, так и различные благотворительные фонды. Это последнее замечание, которое делают. Дальше будут предпринимать серьезные меры. Если следующий пятницу троус ходякач, чуть уборцы холи. Шей отопление аж твояться холи. Жбир в школе ухожцы холи, жбир ценцы холи. Вот отдел опеки стоит по городу, по Малгобекскому району. Начальник КДЛ с комиссией по делам СЖ. Мы совместно приедем, заберем ваших детей и передадим в центр, пока вы тут порядок не наведете. Такие условия однозначно могут сказаться на здоровье маленьких детей. Следующий адрес – дом Абадиевых. Семья состоит на учете администрации как неблагополучная уже несколько лет. Комиссия также не застала и мать дома. После развода женщина воспитывает 4 детей вместе со своей мамой и бабушкой. В этой семье замечания после последней встречи частично учтены. Вам, как прабабушки, как бабушки, у меня замечаний нет. Вы свое уже, как говорится, воспитали, вырастили. У меня претензии к маме. Сколько раз мы сюда приезжаем, сколько раз мы бьем тревогу. Как объяснили комиссии, мать вместе с 2 детьми в больнице. У одного ОРВИ, у самого младшего диагностировали пневмонию. Изначально у него было подозрение на коклюш. Диагноз не подтвердился. Сейчас состояние ребенка стабильное. Ребенок находится в отдельной боксированной палате. За ним круглосуточный, как говорится, уход. Состояние стабильное. Что я еще могу добавить? Ребенок с момента госпитализации на сегодняшний день прибавил в весе около 3 килограмм, идет на улучшение. Сейчас по Малгобекскому району всего на учете стоят 6 семей из числа неполных, малообеспеченных. В ходе выездов члены комиссии беседуют с родителями и детьми, собирают информацию для дальнейшей помощи и поддержки таким семьям. Мы комиссионно выезжаем, проверяем, делаем все возможное, чтобы у детей было прекрасное будущее. Мы с вами понимаем, что есть семьи, которые категорически отказываются в воспитании, образовании своих детей. Бывает момент, что они пытаются нас то не запустить в дом, то не показывать детей, то, естественно, мы с вами уже несколько раз уже видели и переносили такой стресс, это резонансные дела. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы больше у нас в республике не было таких страшных дел. Ответственность каждого из нас – поддерживать и защищать интересы детей, отмечает Зарема Чахкиева. Сегодня в республике немало семей и детей, которые нуждаются в помощи. На сегодняшний день у нас в республике у МВД стоит 99 родителей. Это из неблагополучных семей по 5-35. И 49 детей, которые у нас стоят на профучете. Это разная категория. Главная цель проверок – обеспечение безопасности и благополучия детей. Неблагоприятные условия могут угрожать физическому и психическому здоровью. Родители должны понимать, теплая домашняя атмосфера – вот что важно для полноценного развития детей. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.